Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшек Шара. Сегодня в программе. Изучить потенциал. 40 проектов претендуют на государственное софинансирование в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Комфорт и безопасность. Ремонт дорожного полотна на улицах Гочуа и Аланская. Особое видение. В Доме творчества Айнар открылась выставка детских рисунков. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джоупо провел заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок предпринимателей на государственное софинансирование, улучшение условий и развитие бизнеса в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Члены комиссии ознакомились с перечнем представленных в Минсельхозпроектов по 3 основным направлениям – животноводство, растениеводство, переработка. Изучили, соответствуют ли они заданным требованиям и критериям отбора. Заявки поступали от представителей действующих предприятий и ферм, крестьян и жителей сел, занимающихся сельхозпроизводством. На встрече членам комиссии были представлены свыше 40 проектов. В рамках заседания сформированы выездные группы, членам которых предстоит выезжать на места размещения предприятий для изучения потенциала проекта. Проекты, которые у вас на руках сейчас, это основные проекты, которые мы будем изучать для того, чтобы представить в органы для финансирования. Все проекты мы практически получали с районов, чтобы в курсе были. Там есть их ходатайство, и ходатайство главы района, в некоторых случаях начальника сельхозуправления, даже где-то есть ходатайство о выделении земли или вообще поддержке проекта глав сел. И поэтому, исходя из того, кто там ходатайствует, с ними можно изучать на месте. От нас зависит, насколько все-таки мы сможем освоить эти средства. Для Абхазии это не маленькие средства, 100 миллионов, 3-4 миллиона в каком-то селе, чтобы освоить, процедуру пройти, это хорошие деньги для крестьянина. 1 миллион рублей – это хорошие деньги для начала какого-то направления, чтобы мы смогли помочь в этом направлении, чтобы не просто так деньги выделили, ничего не сделано, прошло, и следующий год вот здесь депутат парламента сидит, и они могут отказать нам в дальнейшем финансировании сельского хозяйства. В самом деле, если мы не сможем какой-то результат дать. В республике продолжается абхазо-российская программа по определению иммунного статуса граждан. Все желающие могут сдать анализ на антитела к коронавирусной инфекции в следующих пунктах. В Сухуми это можно сделать в районной поликлинике по улице Абазинская, в филиале городской поликлиники номер 3 Синопе, а также в детской поликлинике детям в возрасте от 1 года до 15 лет. В Галском, Очимчирском, Ткварчалском и Гулрипском районах пробы на антитела отбираются в центральных районных больницах, в Гагарском районе в санитарно-эпидемиологической службе, в Гудаутском районе действует мобильная бригада. По всей Абхазии будет отобрано 3000 проб на антитела. Эти анализы бесплатны для населения. Вторые сутки в Бзыбском ущелье продолжаются поиски Дарьи Манасовой, которая 6 июня упала с моста в реку Гега. Утром 8 июня к месту падения девушки прибыли ее мать, тетя и двоюродная сестра. С родственниками девушки ведут работу психологи МЧС Абхазии. Спасатели вместе с сотрудниками Рицинского национального реликтового парка продолжают тщательный осмотр русла рек Гега и Бзыбь. Однако высокий уровень и бурное течение рек не позволяют обследовать их дно. В эти дни на улицах Аланская и Гочуа ведутся работы по капитальному ремонту дорожного полотна. На улице Гочуа они уже завершены. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Больше 20 лет на улицах Аланская и Гочуа не было нормальной дороги. По словам местных жителей, говоря простым языком, здесь было не проехать, не пройти. Невозможно было по нашим улицам ездить, ходить пешком. Да, вечером, тем более, вы сами знаете, не все освещается. Всегда люди могли ходить, ломать ноги, подворачивать. С голеностопы было невозможно просто. Много лет жители обращались в разные инстанции, но не могли добиться решения вопроса. А зимой прошлого года они начали ремонт за свой счет и отремонтировали 500 метров дорожного полотна. На большее не хватило средств. И люди обратились за помощью к депутату от своего округа Баталу Айба, а он уже к столичной администрации и президенту. По поручению главы администрации города
специалистами Горстрой проект, муниципальное учреждение Горстрой проект. Была обследована данная улица, улица Гочуа и улица Аланская. Были составлены сметы по улице Гочуа и по улице Аланская. Гочуа приступили к работам после составления сметы, так как здесь уже были ранее проведены работы по замене трубопровода. По словам специалистов, раньше эти улицы нельзя было асфальтировать, так как здесь шли работы по замене водопровода. Наконец это событие сбылось. Мы очень рады и, можно сказать, счастливы, то, что наши дороги начали делать. Это большое дело. Хотел бы поблагодарить за вот это все действие нашего президента Аслана Георгиевича Абжаня, мэра города Беслана Федоровича Эшба, ну и, конечно, Батала Айба, к которому мы неоднократно обращались от всей улицы Ипилия и Гочуа, просили его, чтобы он как-то посодействовал этому делу. Работы по асфальтированию улицы Гочуа уже завершены, а на Аланской капитальная укладка асфальта началась 7 июня. Сметная стоимость улицы Гочуа 2 миллиона 150 тысяч. Протяженность Гочуа 260 метров. А протяженность Аланской улицы 513 метров. Сметная стоимость Аланской улицы 4 миллиона 500. Завершить работы на Аланской планируют к концу месяца. Незаасфальтированными пока останутся около 300 метров. Гугуца Вардания, Арина Агухова, Абхазское телевидение. В Гудауте в рамках российской инвестпрограммы идут работы по ремонту главных городских дорог. Всего отремонтируют 5 улиц. По улице Чанба уже сняли старый асфальт. Сейчас здесь идут подготовительные работы для укладки нового покрытия. Начали работы подготовительные под асфальтовое покрытие по улице Чачба. Ведем срезку на завышенных местах. Сегодня мы подготовим одну часть улицы, завтра ее перекрываем под асфальт и потом следующий кусок делаем. У нас есть еще улица Габеча, есть улица Харази, Лакоба, Ейская. Вот эти улицы мы будем делать. Постараемся как можно быстрее эти работы закончить. В Доме творчества Айнар открылась выставка детских рисунков. Здесь представлены работы воспитанников художественной студии «Сальвадор» и школы искусств имени Тото Аджапуа. На экспозиции побывали и наши корреспонденты. Репортажи Эсмы Гуланзе. Пейзажи, натюрморты, портреты и сказочные сюжеты. У каждой из этих картин своя история. У детей, как известно, очень развита фантазия. С ее помощью они выражают свое видение окружающего мира. Поэтому детские рисунки всегда трогательны и наполнены особой жизненной энергией. Экспозиция дает возможность окунуться в волшебный мир детства, почувствовать сердцем то, что хотели передать юные художники. Данная выставка приурочена к Дню защиты детей и к 222-й годовщине со дня рождения Пушкина. На выставке представлено более 70 работ. Мы очень рады, дети с нетерпением ждали этой выставки. Мы часто ходили в музей, и им приятно было увидеть свои работы уже в качестве зрителя, как и они видели работы других художников. Темы рисунков дети выбрали самые разные. Здесь и времена года, и сюжетные картины, эпизоды из известных сказок, рассказов, стихов. Главная героиня работ 5-летней Тамары Цибулькиной – это ее мама. Это маму я нарисовала, это папу и маму. Там еще есть кружка, свечи, апельсины и еще одна кружка и цветы, вазы. Это праздник у вас дома, да? Это у мамы было день рождения. Другая юная художница Сария Аршба любит рисовать природу. Девочка использует интересную технику – рисование углем. Такой инструмент позволяет создавать картины, напоминающие черно-белую фотографию. Работу «Ботанический сад» Сария писала 3 дня. Ботанический сад красивый. Там много ботаник. Ходишь часто туда гулять, да? Мы с классом там часто бываем. А что ты из природы рисуешь? Цветы, деревья, поляны, вазы. Это твоя первая выставка? Первая. Леон Геворкян – еще один любитель пейзажей. Мальчик представил на выставке 3 живописные работы. Я нарисовала
рисовала лес, потому что я люблю природу. А другие твои работы про что? Другая про космос. По мнению организаторов, детей нужно поддерживать в любых творческих начинаниях. Ведь для ребенка рисование не только полезный и увлекательный навык, это способ проявить себя. Я считаю, что нет неталантливых детей. У меня часто спрашивают, ой, мой ребенок не умеет рисовать, можно приведу? Но я считаю, что неталантливых детей нет. Каждому нужен свой подход, просто нужно найти правильное видение, чего он желает. У нас у всех разные вкусы и в еде, вкусы в одежде. И также можно найти направление, которое будет ребенку по душе. Кто-то любит графику, кто-то живопись, природу, декоративное искусство какое-нибудь. Так что каждому можно найти свой подход. Это очень развивает ребенка. Выставка продлится до 11 июня. У всех желающих есть возможность полюбоваться ярким и искренним творчеством юных художников. Эсма Гуланзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В Сухуме в доме номер 26 по улице Академика Марра состоялась цветочная выставка «Сухум. Озеленение городской среды» под девизом «Снова превратим Сухум в чистый цветущий город». Организатор выставки – хозяин мини-сада Константин Тужба. Выставку посетили руководитель администрации президента Алхаз Квициня, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Будба, глава администрации города Сухум Беслан Эшба, общественные и политические деятели. В саду у Константина Тужба более 90 видов растений. Здесь есть как многолетние растения, так и однолетние. Среди цветов в саду растут разные виды герани, петунии, вербена, гортензии, анютины глазки, хризантемы, жасмин, крокусы, розы и многое другое. Здесь есть глициния и бугенвиллия. Это уже третья выставка Константина Тужба. Хозяин сада уверен, что неравнодушный к своему городу и вдохновленные не только его примером люди будут украшать свои дома, балконы, разбивать клумбы, сажать деревья. Если вы видели фотографии Сухума 50-х, 60-х годов, то очень красивый город был, очень ухожен. Вот мы хотим, я тоже на примере своего дома, маленькая частица, мы хотим обратиться к горожанам и снова превратить Сухум в цветущий и чистый город. Эта инициатива не впервые, она была и в 60-х годах, 50-х. Вот посмотрите, вот 62-го года газета, обращение. Все ли ты сделал для благоустройства Сухума? Это обращение к горожанам. Вот обращение 69-го года. Здесь выдающийся абхазский ученый Шалва Денисович Налыпа, профессор Григория и другие общественные ученые и общественные деятели призывают превратим столицу Абхазии в подлинно зеленый город. Вот такое значение всему этому придавалось. А у меня очень много литературы, как украсить балкон, как украсить окна, как территорию перед домом сделать красиво, как сделать живую изгородь. Кроме того, я очень часто советую с нашими специалистами из ботанического сада, Государственного комитета по экологии. Они мне много чего подсказывают. И вот так работаем, конечно, стараемся, во-первых, чтобы было и красиво, и экономно, чтобы было тоже. Мы стараемся. Во-первых, работает вся семья наша, и я, и супруга, и дети, и внуки. Все участвуют в этом деле. Для нас это уже как бы обязательно. 9 и 10 июня состоится очередное заседание сессии парламента. Народные избранники планируют рассмотреть более 20 вопросов повестки дня, в том числе постановление Народного собрания об исполнении республиканского бюджета за 2020 год, проект закона о сельском хозяйстве и постановление о внесении изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. 10 июня в 11 часов дня в актовом зале Абхазского государственного университета состоится лингвистический форум на тему «Единая концепция по сохранению, развитию и внедрению абхазского языка во все структуры жизнедеятельности государства». Принять участие в работе форума могут не только официально приглашенные, но и все желающие. И в завершение выпуска о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в среду 9 июня в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.